Время спорта на Лото-24. С вами Мария Иванова. Здравствуйте. Кыргызстанские альпинисты покорили вершину Лабучи в Гималаях. Среди них первый незрячий из Евразии, который смог взойти на эту вершину. Об этом в соцсетях сообщил глава Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызской Республики Эдуард Кубатов. Все, вершина есть. 21 апреля в 7:00 вся кыргызская команда в составе 5 участников успешно взошла на альпинистскую и сложную вершину Лабучи. И среди нас в команде был выдающийся пара-атлет, заслуженный мастер спорта. Первый незрячий из всей огромной Евразии, кто смог взойти на эту крутую вершину. Немного устали, завтра будут подробности, я горд ребятами и для меня честь вести их на невероятные вершины, написал Эдуард Кубатов. Лабучи, гора в Гималаях высотой 6119 метров над уровнем моря. Находится в Непале в районе Солукхумбу, провинции Коши, на территории национального парка Сагарматха, недалеко от ледника Хумбу. У горы два основных пика – Лабучи западная 6145 метров и Лабучи восточная 6119 метров. Между двумя пиками находится длинный заснеженный хребет. Лабучи западная рассматривается как экспедиционная вершина, тогда как Лабучи восточная как трекинговая. Напомню, осенью 2022 года первая кыргызская национальная экспедиция в Гималайи покорила пик Манаслу, высота 8156 метров над уровнем моря. Мы во главе с Эдуардом Кубатовым одни из первых из Евразии и Центральной Азии, слепые спортсмены, которые покорили 6200 метров. И для спуска потребовалось достаточно времени. Эту победу посвящаю всему кыргызскому народу и развитию кыргызского языка. Алга, Кыргызстан! Прогрессируй! Развивайся! Сборная Кыргызстана завоевала 3 кубка на международных соревнованиях по автоспорту в категории Джимхана Тайплэнд Интернешнл Джимхана Прайс. Как сообщает Федерация автомотоспорта и дорожной безопасности Кыргызстана, соревнования прошли с 20 по 22 апреля в китайском Тайбэе. Кыргызстан представляли Дина Мухамедзянова, Артем Исакджанов и Акылбек Омуракунов. Пилоты из Кыргызстана взяли бронзовые награды в следующих категориях. Дина Мухамедзянова Women's Solo женский зачет, Муракунов Акылбек и Артем Исакджанов в парном мужском зачете. Команда Кыргызстана заняла 3-е место на Евразийских играх по конкуру, которые завершились 27 апреля в Ташкенте. Турнир собрал всех конкуристов Евразийской лиги, в которую входит 11 стран-участниц. В двухитоговом командном маршруте 125 сантиметров в зачете малого командного кубка Maximum Masters Евразия 1-е место заняла сборная команда Узбекистана, 2-е место у команды Казахстана и 3-ку лучших замкнули представители Кыргызстана. Андрей Трепицын на Флоризель, Ринат Галимов на Хантенгри и Камиль Сабитов на Д'Артаньяне. Также расположились команды и в зачете Кубка наций. Отмечу, что во второй день соревнований 2 бронзы завоевал кыргызстанец Камиль Сабитов на Фигаро. В первый день на высоте 120 сантиметров в евразийском зачете лучшим стали Андрей Трепицын на Флоризель. На 140 сантиметрах золото у Камиля Сабитова на Д'Артаньяне. Дзюдоист Эрлан Шеров завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии. В весовой категории до 90 килограммов в Кыргызстане стартовал со стадии 1/8 финала. Он победил спортсмена из Индии, но в четвертьфинале уступил дзюдоисту из Ливана. В первом раунде утешительного турнира Эрлан Шеров победил представителя Таджикистана, а затем был сильнее спортсмена из Арабских Эмиратов. Кыргызстанцы завоевали 2 золота и бронзу на 7-м центральноазиатском турнире по кендо, который прошел с 19 по 21 апреля в Ташкенте, Узбекистан. Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Израиля, России, сборная Москвы, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. 1-е место у Айдара Асымбекова и Данила Бельмескина, оба кендоки до 18 лет, начинающий уровень. И 3-е место у Айдара
Айдара Толенова. Кендоки до 18 лет начинающий уровень. В Team Cup призовые места расположились следующим образом. Первое место Израиль-1, второе место Израиль-2, третье место Кыргызстан и Россия, сборная Москвы. Кендо – это современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах. Ведет свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом кэндзюцу. Сборная Кыргызстана по футзалу не смогла выйти на Кубок мира 2024 года. 28 апреля кыргызстанцы играли против сборной Афганистана в матче за 5-е место на Кубке Азии, которое дает право выйти на Кубок мира. Встреча прошла в Таиланде и завершилась победой афганцев со счетом 5-3. В составе сборной Кыргызстана забивали Кайрат Кубанычев, Даниил Аманбаев и Самат Джанат Уулу. Сборная Кыргызстана заняла 6-е место на Кубке Азии и не смогла выйти на Кубок мира. Также действующий чемпион Кыргызстана, футбольный клуб Абдышата, завершил выступление в Кубке АФК сезона 2023-2024. Кантовчане на правах чемпионов страны стартовали сразу с группового раунда турнира в центральной зоне, где заняли 1-е место. Абдышата выиграла 5 матчей из 6, одну игру сыграв в ничью. За 1-е место в центральной зоне команда получила $100 тысяч от Азиатской футбольной конфедерации. В четвертьфинале Абдышата в 2 матчах обыграла Тайчунг из китайского Тайбэя с общим счетом 8-1. В полуфинале кантовчане играли против действующего чемпиона Австралии Централ Кост Маринеса. Игра в Бишкеке завершилась в ничью 1-1, а в гостях команда из Кыргызстана уступила со счетом 0-3. Отмечу, Абдышата в случае выхода в финал могла бы получить еще призовые от АФК. Победитель Кубка АФК получит $1,5 миллиона, а проигравшая в финале команда $750 тысяч. Заместитель мэра города Бишкек Азамат Кадыров вместе с главой Свердловского района Алтынбеком Кутмановым проверили ход строительства стадиона на территории Республиканского центра физической культуры и спорта МГЭК «Резерви». Согласно эскизному проекту, разработанному муниципальным предприятием Бишкек Главархитектура, на территории центра МГЭК «Резерви» планируется разместить стадион с трибунами, тренировочные футбольные поля, волейбольные, баскетбольные и воркаут-площадки, а также амфитеатр, парковочные зоны и прогулочную зону вдоль БЧК. Со стороны МП «Бишкек-Зеленстрой» проведены работы по сносу аварийно-сухостойных зеленых насаждений на территории стадиона. Стоит отметить, что на их месте планируется высадка около 300 штук зеленых насаждений. В настоящее время проводятся работы по реконструкции. Напомню, что Республиканский центр физической культуры и спорта МГЭК «Резерви» ранее был центром спортивных состязаний. 28 декабря 2023 года глава Кабмина Акылбек Джапаров подписал постановление о переходе земельных участков здания и сооружения Республиканского центра физкультуры и спорта МГЭК «Резерви» в муниципальную собственность мэрии Бишкека. Состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В этом году в турнире будет новый победитель. Английский Манчестер Сити, выигравший турнир в 2023, уступил мадридскому Реалу по итогам 2 матчей. Первая игра неделю назад завершилась в ничью 3-3. Во втором матче в Манчестере основное время и овертайм также не выявили победителя 1-1. А в серии пенальти точнее был Реал 4-3. Еще одним полуфиналистом стала немецкая Бавария, болельщики которой перед матчем устроили огненное шоу. Мюнхенцы обыграли лондонский Арсенал 1-0. Первый матч 2-2. В полуфинале Бавария сыграет с Реалом, а дортмундская Боруссия с Пари Сен-Жермен. Первые встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные 7 и 8 мая. Напомню, что Олимпийские игры в Париже 2024 стартуют не во время церемонии открытия 26 июля, а уже стартовали 16 апреля, когда зажегся олимпийский огонь. Так вот, олимпийский огонь отправился во Францию, где через 3 месяца начнутся игры. Церемония передачи олимпийского огня прошла 27 апреля на легендарном античном стадионе Панатинаикос в Афинах. Олимпийский комитет Греции официально передал Франции огонь летней Олимпиады 2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония передачи состоялась на античном мраморном стадионе Панатинаикос, где в конце XIX века состоялись
первые современные Олимпийские игры. До этого в течение 11 дней проходила эстафета Олимпийского огня в Греции. Исторический корабль «Белем» вышел из порта Пирея с олимпийским огнем на борту. В рамках эстафеты факел пересечет Атлантический, Индийский и Тихий океаны и достигнет 5 заморских территорий Франции – Гваделупы, Гаяны, Мартиники, Французской Полинезии и острова Реюньон. 8 мая он прибудет в Марсель, где стартует эстафета с передачи огня, которая будет проходить под защитой около 100 полицейских. В эстафете примут участие в общей сложности 10 тысяч факелоносцев. Флоран Манаду, один из французских выдающихся спортсменов, 4-кратный призер игр, станет первым, кто ступит на французскую землю с олимпийским огнем в руках. Напомню, что у Кыргызстана есть 9 олимпийских лицензий. У Айсулу Тыныбековой, Айпери Медеткызы, Мэрим Джуманазаровой, Акджола Махмудова, Джоламана Шаршинбекова, Амантура Исмаилова, Эрназара Акматалиева и Бекзата Алмаз-Улу – все борьба. Денис Петрашов – плавание. 4 мая на побережье озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате состоится международный традиционный марафон ШОС Run the Silk Road. Участники стартуют на дистанции 42, 21 километр, 10 километров, бег и ходьба и 3 километра. Для детей организаторы приготовили трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями. И сегодня в гостях передачи «Время спорта» генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Кыргызстана, член оргкомитета марафона Run the Silk Road Мелис Надыров и исполнительный директор дирекции международного марафона ШОС Айгерим Валишева. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вообще вас поздравляю. У нас, по-моему, уже 9-й, да, этот год будет? 12. Или уже 12-й, 12. вот насколько я ошиблась, будет проходить марафон. Давайте сразу начнем с того, когда был дан старт регистрации и когда он закончится. И сразу же такой уточняющий вопрос: можно ли будет вот день в день по прибытии тоже зарегистрироваться? Вот кто-то, может быть, освободился и захочет присоединиться к этому. Да, регистрация была начата в декабре 2023 года. Все наши постоянные участники, они знают, что чем раньше участник регистрируется, тем дешевле регистрационный взнос. Чем ближе к мероприятию, тем регистрационный взнос растет. Поэтому мы бы хотели призвать всех наших любителей спорта, бега, чтобы они заранее регистрировались, заранее планировали. И регистрация сама продлится до 30 апреля, то есть уже в течение 2 дней мы закрываем регистрацию и дальше будем уже проверять список. Помимо этого, сам забег состоится 4 мая с утра. 3 мая все участники прибывают в Чолпон-Ату на ипподром, чтобы забрать свои стартовые номера и пакеты. И там же 3 мая мы откроем дополнительную регистрацию. Это именно будет возможность для тех, кто совсем не успел. И самая последняя возможность. Но не могу точно сказать, будут ли все дистанции, потому что на данный момент уже на 10 километров все места закончились. И что осталось, на то и будем регистрировать 3 мая. Отлично. Тогда расскажите, какое количество примерно ожидается участников у нас? Все 3000 человек. Как Айгерим сказала, на 10 километров уже мест нету. Также хочу отметить, что на скандинавскую ходьбу места закончились. У нас есть немножко мест на 3 километра, что-то порядка 20 мест осталось на полумарафон. И еще есть на 42 километра. Насколько я знаю, участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья, и для них есть бесплатное, да, участие? Да, мы всегда стараемся поддерживать категорию ЛОВЗ. У нас даже есть награждение в категории ЛОВЗ. Для всех участников, которые предоставляют необходимые документы, мы оформляем безоплатное участие на ежегодной основе с самого первого марафона Иссык-Кульского. И также впервые в этом году будет именно, чтобы детям прививать спорт с самого маленького возраста, детский забег. Это какое-то новшество, что-то новенькое, интересное. Да. Я тоже участвую в марафоне, тоже побегу 10 километров, кстати, в этом году впервые. И интересно, что детки побегут в этом году. Расскажите, где им будет какая-то специальная трасса и как будет тоже, в каком формате все это проходить? У нас основные эти дистанции, они стартуют с утра, в 8 утра, и каждые 3 минуты будет следующая дистанция стартовать. Для деток там в половине 12-го будет организован старт.
их трасса будет также вот на ипподроме, но немного будет отделена, чтобы взрослые никак не могли им навредить. И вот дети отдельно огороженные, и там у них проведется свой старт туда и обратно. И также вот в целях мотивации детей, чтобы им было приятно, обязательно для всех будут медали для деток. И мы подготовили сладкие подарки, чтобы вот после того, как они прибегут, они смогли восполнить обязательно сразу все дефициты, витамины, сладости поесть на месте. Здорово. А расскажите, вот появились какие-то новые страны-участницы? То есть вот обычно с каждым годом расширяются, да, у нас именно участники. И вот какая страна добавилась, может быть? Что-то новенькое, интересное у нас может быть? Ну, прям, наверное, сейчас не могу сказать, что прям вот какая-то страна новая появилась, но мы уже на протяжении 2 лет ведем переговоры это с участниками из Эфиопии и Кении. Вот, у ребят очень большие результаты в плане марафонской дистанции. И вопросы визы, я думаю, ну, на следующий год они уже у нас появятся. Класс, что это самые ведущие спортсмены же, да, всего мира, именно да, как раз-таки по бегу. Я думаю, на следующий год. А в этом году также мы вот недавно насчитывали, у нас уже более 20 стран участников, ну, порядка 30 стран, я думаю, будут участвовать. Вы говорили, что вот будет награждение у ЛОВЗ, а в целом на каких дистанциях будет награждение? Я знаю, что около 11 миллионов сомов государство выделило, да, на этот марафон. На организацию. Да, вот немножко. Да, призовой фонд, именно денежный, он составляет 1 миллион 534 тысячи. Это вот денежные призы для категории «Абсолют» на 42 километра, с 1 по 6 место, мужчины и женщины отдельно. И также на 21 километр полумарафон, также с 1 по 6 место, мужчины и женщины отдельно. Помимо этого, вот в категории «Абсолют» у нас на 10 километров будет награждение, и на 42 и 21 у нас обязательно есть награждение возрастных категорий. Вместе с ЛОВЗ у нас, в общем, 5 категорий получается, и мы всех этих призеров награждаем, но там уже будут ценные призы от спонсоров. Это вообще супер. Расскажите, пожалуйста, на данный момент у марафона есть лейбл World Athletics, да, что это такой в статусе определенном. Конечно. Вот немножечко об этом лейбле и что нужно делать для того, чтобы он там становился бриллиантовым, по-моему, там. Ну, если касательно говорить о нашем лейбле, мы имеем лейбл Road Race, выдается это мировой атлетикой World Athletics. Есть к лейбловым мероприятиям определенные критерии со стороны мировой атлетики, то есть условия, как он должен проходить. На сегодняшний день мы проводим в рамках правил Международной Федерации по легкой атлетике. Как вы знаете, в прошлом году у нас был уже технический делегат, назначаемый от мировой атлетики, это был представитель Турции, мистер Хан. А в этом году нас посетит технический делегат из Японии, который даст в целом оценку нашей организации мероприятия, насколько мы его проводим в рамках этих правил и какие критерии нужно нам учесть на будущее. Ну и, конечно, у нас впереди есть еще 3 лейбла, то есть есть куда расти, то есть это бронза, серебро и золото. У каждого лейбла есть свои критерии. Если говорить о бронзовом лейбле, то там уже определенный должен быть призовой фонд. То есть он уже вот фиксируется, да, как бы. То есть, какой озвучите, интересно стало? Там порядка, за первое место должно быть уже не менее 10 тысяч долларов. Вот. И, соответственно, есть условия по антидопингу, то есть если на сегодняшний день антидопинговое агентство берет забор мочи у ведущих атлетов, которые попадают в призовые места, то там уже появляется на кровь. Вот, то есть определенные. Ну и, соответственно, есть определенные требования к телевещанию, да, то есть в прямом эфире это должно вещаться, должно сразу с выходом на YouTube канал, ну и так далее, как бы, то есть определенные критерии, которые нужно выполнять в плане и безопасности на дороге, медицинской безопасности, то есть требования растут. И если мы готовы выполнять эти требования, то мы
как говорится, первый этап прошли, мы знаем, как это делать, и спокойно можем подавать и получать статус еще выше. Да, вот как вы сами подошли к вопросу безопасности. Вот сколько задействовано как раз-таки вот в этот день, 4 мая, там, милиции, медицинские скорые кареты? Ну, смотрите, в общей сложности, вот если говорить, нас только оргкомитет, включая волонтеров, это порядка 500 человек обслуживают данное мероприятие. Порядка 200 сотрудников милиции будут обеспечивать безопасность на дороге. Также медицинская служба будет работать. Есть директор по медицинской безопасности, где учитывают, насколько можно оперативно среагировать в случае каких-то ситуаций. Если говорить по трассе, то каждые 5 километров, где у нас установлены столы питания, там будут дежурить тоже медики. Старт-финиш, кареты скорой помощи, экстренной помощи. Также по трассе будут курсировать скорой помощи. Вот. Помимо этого есть дополнительные требования, чтобы у нас были коляски, были носилки, чтобы был пожарный расчет, были сотрудники МЧС. Ну и вообще районная больница была готова одновременно принять от 1 до 3% людей в случае их поступления в местную больницу. Ну, примерно 30 человек одновременно, чтобы они были в состоянии принять. Хорошо. Следующий вопрос. Ведущие спортсмены к нам обязательно всегда приезжают какие-то классные ребята. Узбеки все время последние забирают какие-то места. Надеюсь, в этом году кыргызстанцы наши возьмут призовые места, особенно первые. Да? И вот возможность для спортсменов заработать дополнительные очки для лицензии на Олимпийские игры. Вот есть такой пункт. Да, этот марафон, вот об этом можно поподробнее? Да. Трасса Иссык-Кульского марафона, она сертифицирована, то есть приезжал специальный измеритель, своим аппаратом измерял всю дистанцию, ставил метки, то есть наша трасса не просто мы вот на машине, на велосипеде проехали, нет, это вот обязательное сертифицированное измерение было. И плюс на трассе 42 километра наш забег дает возможность участникам при выполнении нормативов либо выиграть путевку на Олимпийские игры, либо же заработать дополнительные очки, которые тоже послужат вот билетом на Олимпийские игры. И да, у нас будет пул элитных спортсменов, которых мы выставляем на передней линии. Заявлена сборная команда Кыргызской республики, это обязательно. Помимо этого, вот гости из Узбекистана, Казахстана, Монголии, Белоруссии, России, они тоже отправили список своих элитных спортсменов, и вот мы их тоже готовим на переднюю линию, как элиту нашу. Сборная Кыргызстана состоит из скольки человек? Если можете пофамильно даже представить, кто именно будет защищать честь Кыргызстана на этом международном марафоне. Так, пофамильно всех не вспомню. Но ну, хотя бы сколько помню, человек, да, чтобы мы понимали? Около 5. Около 5? Да. Все. Ну, это вот 5 человек, это наши марафонцы, которые именно побегут 42 километра. А так на каждую дистанцию выставлены спортсмены, то есть на 21 есть, на 10 есть. Ну, вы знаете, что это год олимпийский год. Да, я к тому, что как раз в апреле очень много было состязаний. В апреле очень было много состязаний. Именно некоторые ведущие атлеты у нас еще в процессе восстановления. В конце апреля у нас Гульшане Сатарова пробежала в Нидерландах, до этого Илья Тяпкин и Сардана Трофимова в Германии пробежали. То есть мы выставили тех, которые более-менее уже готовы на сегодняшний день. Ну и, как Айгерим сказала, 5 мая последний день квалификации на марафон на Олимпийские игры. Исходя из этого, в календарь Иссык-Кульского марафона мы специально ставили на 4 мая, чтобы у тех спортсменов, у которых есть еще возможность выполнить норматив, либо
подзаработать какие-то очки, чтобы они еще как-то успели. Подтянулись и пошли все-таки Да. в этот Да, список. последний момент. Хорошо, ну расскажите, вот обычно каждый год, ну, я замечаю, что участвуют послы разных стран. Вот какие-то будут привилегированные, может быть, гости, может быть, Да. открытие у нас будет тоже кто-то делать, если это секрет, все равно расскажите. Есть приглашение для дипломатического корпуса по линии ШОС, который аккредитован у нас в Кыргызстане. Помимо этого прибудет заместитель генерального секретаря ШОС специально для нашего мероприятия. На сегодняшний день мы получили подтверждение с посольства Пакистана. Монголию сейчас ждем ответ, Казахстан ждем, Узбекистан ждем, Россию и Беларусь ждем. Ну, это те посольства, которые на сегодняшний день изъявили желание как бы участвовать. А еще есть посольство Ирана. Вот. Высокопоставленные гости у нас будут. Это тоже стало такой традицией, чтобы посмотреть. Ну, как вы знаете, наверное, Иссык-Кульский марафон и Куньминский марафон – это побратимые два мероприятия, которые на ежегодной основе проводят под эгидой ШОС. А все страны, члены ШОС, наблюдатели ШОС, они проводят именно марафон ШОС в год их председательства. Замечательно. Ну вот в заключении я, наверное, попрошу вас каждому сказать слово, обращение к нашим кыргызстанцам, да, привлечь их, может быть, на следующий год и поддержать тех, кто уже в строю и тоже стартует 4 мая, по несколько слов. Я бы хотела всем нашим кыргызстанцам пожелать здоровья. Для поддержания и укрепления здоровья занимайтесь спортом. Пусть это будет бег, пусть это будет любой другой вид спорта, но главное – это движение, чтобы оно было в вашей жизни и чтобы оно приносило вам радость. Мелис. Уважаемые друзья, всех ждем 4 мая на Иссык-Кульском марафоне ШОС Runs Silk Road. Вы знаете, что в здоровом теле здоровый дух, спорт посол мира. Так что до встречи 4 мая, я думаю, будет самый крутяшный забег у нас 4 мая. Всех ждем. Спасибо большое. А я напоминаю вам, дорогие зрители, что в гостях передачи «Время спорта» генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Кыргызской Республики и один из организаторов международного марафона ШОС, а также исполнительный директор дирекции международного марафона Айгерим Валишева и Мелис Надыров. Это были главные спортивные новости. Занимайтесь спортом, держите себя в тонусе и смотрите передачу «Время спорта». До новых встреч!